Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале Движения за независимость Саха. Сегодня у нас очередной выпуск новостей. Прежде чем я начну, попрошу вас подписаться на наш канал, поставить лайк этому и другим видео, прокомментировать их. Это очень поможет в продвижении нашего канала и вообще в нашей работе. Всем заранее большое спасибо. Я начинаю. Ну и хотелось бы начать с самой вопиющей новости. Это смерть девочки в селе Юкагир. 19 сентября 2025 года в селе Юкагир, Усть-Янского Улууса, трагически погибла 8-летняя девочка. Ее насмерть придавило трактором. Прошла неделя, но родители не могут похоронить ребенка. Из-за отмены полетов якутских авиакомпаний в Юкагир не могут прибыть следователь и судмедэксперт, а по земле доехать до села невозможно из-за отсутствия дороги. Вдобавок к этому тело девочки до сих пор лежит дома. Дело в том, что во всем Усть-Янском Улуусе нет морга, и обычно тела доставляются по воздуху за сотни километров в районный центр другого, Верхоянского Улууса. Проблеме много лет, и никто не собирается ее решать, тем более Айсен Николаев. Сегодня глава Якутии занят танцевальными соревнованиями для своей дочери, на которые выделены немалые бюджетные средства. Мы видим полный контраст между болью простых людей и показной роскошью власти, пример цинизма и наплевательского отношения к жителям республики. Больше 2 недель ребенка не могут похоронить. То у них, то они не могли привести следователя и судмедэксперта, у них не было рейсов, у них была потом плохая погода, у них не было финансирования, и, в общем, и у них нет морга, да. В общем, тело все это время, как вот пишет Петр Юкагир, в Инстаграм он публикует, тело переносит из помещения в помещение. И все время с телом рядом находятся родные. Получается так, что когда чиновникам нужно лететь на охоту, например, нужно лететь на форум, на какое-нибудь совещание или делать селфи с белым медведем, транспорт всегда находится, транспорт всегда под рукой. Когда речь идет о ребенке, вообще в таком широком понимании о человеческом достоинстве, оказывается, что у них нет ни вертолетов, ни топлива, ни денег. Ситуация в поселке Юкагир с этой бедной несчастной девочкой, она показывает вообще суть, да, всей системы, всей российской системы властной. У них нет сочувствия, вот этого понимания, да, человечности. В их головах, в чиновничьих, нет. Кто мы такие вообще? Простые люди, маленькие люди. Пыль под ногами. Наши проблемы можно вообще не рассматривать. Хотя, с другой стороны, любой, кто причастен вообще ко всему этому, да, те же самые полярные авиалинии, те же самые республиканские чиновники, да, тот же самый глава Улуса, и, конечно же, Айсен Николаев, они в первую очередь должны были бежать и что-то с этим делать. Нет, никто даже пальцем не пошевелит. Вообще, да, можно бесконечно писать отчеты, можно прикрываться там погодой, разными процедурами, но на самом деле правда, она здесь очень простая. Власть не считает людей, жизнь людей чем-то значимым. Вообще, это суть всей системы, да, российской. Вот такая. Отношение к человеческой жизни, отношение к достоинству человека. Кто мы такие, обычные люди, для чиновников, для якутских чиновников? Ну, про российских мы вообще не говорим, да? Никто. Ни наша жизнь их не интересует, ни наша смерть, тем более, их не интересует. Вообще вдумайтесь в суть происходящих событий.
Никто даже пальцем не пошевелил для того, чтобы помочь этой семье. Я не знаю. У меня просто нет слов. Это 21 век. Ну, ребята, ну что-то же можно было сделать. Никому нет дела. Да это же трагедия вообще. И она еще усугубилась тем, что ребенка больше 2 недель не могут похоронить. Конечно, там на месте родителей можно было бы вообще отказаться от медицинской экспертизы, да, вообще просто отказаться, они имели на это право, я думаю, а просто взять и похоронить ребенка. Но, видимо, люди законопослушные, они все-таки, да, согласились на эти вот законные процедуры, которые должны были произвести с ребенком. Ну, прямо, ну, если бы кто-то и знал, что так будет, да, надо было отказываться. Если они понимают, что, в принципе, это несчастный случай, да, и никому претензий не имеют, надо было похоронить ребенка. И вот эта вот система, и вот эта вот ситуация, она прям показывает же. Это вот одна такая маленькая ситуация, трагичная, она показывает вообще все то, что происходит у нас в республике. Отсутствие дорог, отсутствие денег, отсутствие нормального сообщения между улусами, равнодушие чиновников, отсутствие морга, отсутствие там нормальной экспертизы, да, рядом которая бы не из Якутска летела, да, а которая находится рядом. Отсутствие там, ну я не знаю, ну это просто отвратительная, кошмарная ситуация. Я даже в мыслях своих представить не могла, что такое может быть. Я думаю, что многие из вас со мной согласятся. Кто такой Айсен Николаев после всего того, что он делает с нашим народом? Нету никаких уже вообще... Злость от бессилия. Просто злость от бессилия разбирает. И следующая новость, она из того же разряда. Убийство в центре Якутска семьи известного коммуниста Саввы Михайлова. Давайте посмотрим. В столице республики Саха произошла трагедия. В собственной квартире были обнаружены тела жены и 11-летнего сына известного коммуниста Саввы Михайлова. Они были убиты. Полиция уже задержала подозреваемых. Ими, по версии следствия, являются старшая дочь семьи и ее подруга. Уголовное дело возбуждено по статье, предусматривающей ответственность за умышленное убийство. Источники в правоохранительных органах сообщают, что мотивы преступления пока выясняются. Михайлов – известная общественная фигура в регионе. После гибели его жены и сына город охватило шоковое состояние. Жители выражают соболезнования, многие задают вопрос о системных причинах этой трагедии, о состоянии психического здоровья подростка и поддержке для семей, чьи отцы воевали. Соседи и знакомые семьи говорят, что внешне все выглядело нормально, но в последние месяцы, по слухам, дочь жила в напряжении. Психологическая нестабильность в семье после смерти отца – это один из рабочих вариантов, рассматриваемых следствием. Почему я говорю, что это убийство из той же серии, что вот случай в селе Юкагир? Потому что и в том, и в другом, и в том, и в другом, в той, и в другой трагической ситуации жертвы дети. К большому сожалению, ну, это вообще на самом деле очень большая трагедия, да? И она тоже отображает суть современной России, современной Республики Саха, всего того, что происходит в Республике Саха. Не хотела бы говорить о прошлом, да, Саввы Михайлова. Достаточно такое скандальное, да, особенно вот в последние годы, перед его смертью, последний год, достаточно скандальная личность.
Мы все помним этот скандал с корейским так называемым Сноуденом. И разговоры о том, что кто-то вот этой подставой, как ее сам называл Михайлов, его подставили, он говорил, да, и пытался с этим бороться, пытался с этим что-то делать. Ну, нам до сих пор неизвестно, на самом ли деле он насиловал этого бедного корейца, или или специально корейца подставили, да, ну, подсадили к нему для того, чтобы или испортить репутацию самому Михайлову, его же прочили на должность якобы главы регионального отделения КПРФ, или это хотели подставить Губареву, но, в общем, это не важно. Это не важно. Важно то, что личность Михайлова была достаточно скандальной. Он пошел на войну, да, добровольно. С одной стороны добровольно, с другой стороны, значит, его жена писала, что они пытались его защитить от войны. Но, в общем, тем, что они пытались его защитить от войны, тем, что кто-то свой мандат депутата должен был отдать Михайлову. Но, в общем, в последний момент отказался, и поэтому Михайлов отправился на войну. Но там тоже вот непонятная ситуация. Он пошел туда добровольно или его все-таки туда отправили? Если бы он пошел туда добровольно, почему жена писала такие, в общем, гневные посты в своих соцсетях, что они пытались его защитить, спасти, как она писала, да? И, ну, у них не получилось. В общем, тоже ситуация не очень ясная. И вот теперь он, кстати, от чего он умер, тоже непонятно. Говорили, что он умер от заболевания желудочно-кишечного тракта, не от ранений, да, он умер, мы понимаем. Почему он, находясь якобы на лечении после полученных ранений, ездил то на, значит, форум во Владивосток, то и жил вообще в гостинице Измайловской. Тоже, в общем, не очень понятно, что там вообще происходило. И вот теперь такой трагический вообще итог всей вот этой вот семьи. Это очень, ситуация очень трагическая, на мой взгляд. Говорят, что мать и брата убила старшая дочь, 16-летняя, и ее подруга. Как такое вообще могло случиться? Как такое могло случиться? Жутко вообще произносить вот такие слова. Подозреваемая, старшая дочь семьи. Я думаю, что виновата в этой истории не только эта девочка. Виновата система, которая вот годами ломает, озлобляет, оставляет подростков один на один со страхом. Вот, и все общество агрессивное. И вот подростки вынуждены жить в этом агрессивном обществе. С таким страшным отчаянием. Я просто не представляю, насколько сложно детям, подросткам находиться вот в современных российских реалиях. В этой стране даже взрослые еле-еле справляются с этой жизнью, с этой агрессией вечной, с этим напряжением. А что уж говорить о детях? Они просто вообще тонут в этой черноте, в этой пустоте и в этом равнодушии. Да? Я говорю о равнодушии, потому что где была психиатрическая помощь? В семьи трагедия была, да? Отец умер. Мама тоже, видимо, говорят, что она была психологом военным, но, видимо, она тоже часто отсутствовала дома. Очень много, наверное, работала, я так полагаю. Где психиатрическая помощь? Где органы опеки? Почему никто не следит Почему никто не оказывает помощь вообще таким семьям?
Вообще безнадега какая-то, страшная безнадега. И подростки в этом всем вынуждены жить. А где была школа? Почему школа не смотрела? Почему не били в колокола, я не знаю, во все друзья семьи? Ну, нельзя, конечно, обвинять друзей, да, но, потому что есть специальные органы, которые этим занимаются, да, учреждения медицинские, которые этим должны заниматься. Но тем не менее, никто не замечал проблем, которые были в этой семье. Никто не замечал проблем, которые были у этой девочки. Вообще, если говорить о психиатрической помощи в России, это такой большой миф. Ее психиатрической помощи нет. Ни для мужчин, которые вернулись с войны, да, ни для их семей, ни для детей, которые вынуждены вот с такими мужчинами жить. У мужчин ПТСР, у всех практически, да, мы очень много знаем случаев. У нас были случаи с расчленением, да, у нас были случаи, когда СВОшник убил учителя года, какого-то заслуженного, да, учителя, насколько я помню. И вообще вот эти семьи и вообще вот эти случаи с семейным насилием тоже очень частые. И никто с этим не работает. Никто вообще даже палец о палец не ударит, чтобы ситуацию изменить к лучшему. Я уже не говорю о том, что никто вообще не отказался от того, чтобы саха и кутяне шли на эту войну. Но если вы не отказываетесь, то вы обеспечите людям, особенно окружающим, нормальное существование с этими сумасшедшими воинами, да? Обеспечьте, чтобы не страдали ни женщины, ни дети. И вообще вот такое безумие, которое произошло с семьей Михайлов, это же вот, да, я вообще говорю, да, это безумие, которое произошло с семьей Михайловых, не единичный случай. Вся Россия живет в таком безумии. Тысячи семей живут вот в таком безумии. И однажды, конечно же, все это вырывается наружу вот такими случаями, страшными, вопиющими вообще трагедиями семейными. Сейчас, когда уже стало известно, кто подозреваемый, да, вот эту вот девочку обвиняют, можно сколько угодно говорить о наказании. Но что оно вообще, в принципе, по большому счету, что оно изменит, если не меняется система изнутри? Наказание ничего не изменит. И мы еще не один такой случай узнаем. К большому сожалению. На этой печальной ноте, пожалуй, сегодня все. Ставьте лайки, комментируйте обязательно. Увидимся с вами на следующей неделе. До свидания.